Добрый день, уважаемые коллеги. Коллеги у нас сегодня все, и педагоги, воспитатели детских садов, и, конечно, родители. Поскольку сегодня родитель – это участник образовательного процесса, я предлагаю вашему вниманию сегодня очень необычную тему. Мы будем говорить о такой замечательной игрушке, как матрешка. И для начала я просто объясню, почему я посчитала нужным с вами поговорить на эту тему. Сегодня, когда проходит диагностическое обследование ребенка, очень часто специалисты дают ребенку матрешку. У них свои задачи диагностические. И мы видим, что дети сегодня и в 4 года, и в 5 лет первый раз матрешку держат в руках. А матрешка – это очень важная дидактическая игрушка, которая способствует и развитию ребенка, и помогает коррегировать какие-то определенные трудности, которые возникают у ребенка в процессе его взросления. Матрешка – это вообще идеальная психотерапевтическая вещь, которая должна быть в каждом доме. Но когда начинаешь говорить с родителями, я говорю, у нас стоит матрешка, но, как правило, к сожалению, матрешка становится игрушкой, сувениром. Приобрели игрушку, поставили ее на полочку, она там стоит. Пару раз ребенок открыл, разобрал, собрал, и на этом все заканчивается. Хотя матрешка дает нам огромные образовательные возможности для формирования у детей определенных навыков и умений. Итак, матрешка, начнем с истории. Мы все привыкли к тому, что матрешка – это наша русская народная игрушка. А оказывается, это совсем не так. Матрешка к нам пришла из Японии. Ее привезли в конце XIX века в Россию в мастерскую детских игрушек. Матрешка представляла из себя такого смешного старикашечку японского. И наши мастера решили наподобие этой игрушки сделать свои российские игрушки. И получилось замечательное изображение девушки в русском простом сарафане. Такой мастер с говорящей фамилией, как Василий Звездочкин, сделал 8 матрешек, а другой мастер расписал их. И с тех пор наша замечательная русская матрешка стала символом нашей страны и везде представляет нашу культуру. Итак, почему матрешка? Откуда такое удивительное имя у нашей матрешки? Сейчас. Имя Матрёна обозначает «знатная женщина». Знатная женщина. Но имя Матрёна можно было транспортировать, и было замечательное нежное название Мотя, Мотря, Матрёша. И в конце концов закрепилось у нас такое имя, как Матрешка. Нежное, ласковое и при этом очень веселое. Мы с вами сейчас попробуем отгадать несколько загадок и послушать, какие у нас стихи есть у Матрёшки. Ростом разные подружки, не похожи друг на дружку. Все они сидят друг в дружке, в этой молодице прячутся сестрицы. Каждая сестрица для меньшей темница. Вот возьмем игрушечки, посмотрите, какие замечательные матрешки, такие веселые, они совершенно разные. И ребенок, когда мы знаем, что маленькие дети до 5 лет, они все практически у нас имеют ведущий канал тактильный, для них очень интересно взять игрушку из дерева и работать. Для них она очень привлекательна, и при этом мы с вами формируем и развиваем эти тактильные ощущения. Поэтому матрешка должна быть в каждом доме. И она должна стоять не как сувенир, должна работать на обучение ребенка. Нет. Одну минуту. Хорошо. Итак, в чем польза матрешки? В том, что ребенок начинает развиваться. Первое – это экологически безопасная игрушка. Второе –
Я уже сказала, развивается тактильное ощущение у ребенка. Третье. Ребенок, играя с такой игрушкой, у него развивается творческое начало. Если мы дадим ребенку игрушку не раскрашенную, не расписанную, он сам создаст такой замечательный шедевр из этой матрешки, расписывая, раскрашивая игрушку, которую мы дадим ему пустую, без росписи. И оказывается, с матрешкой можно играть в огромное количество разных игр. Мы про некоторые игры сегодня поговорим. Итак, матрешка. Даем матрешку, даем матрешку с самого раннего возраста. С этой матрешкой ребенок начинает показывать, отображать те действия, которые производят с ним. Он эту матрешку может положить спать, он эту матрешку может посадить за стол, он ее может покормить, он с этой матрешкой может погулять, она пойдет по дорожке. Вот для ребенка 2-3 года очень важно эти отобразительные действия развивать. А такая яркая, замечательная, нарядная игрушка, она будет привлекательна для ребенка, и ребенок будет с удовольствием играть с ней. Наш ребенок подрос. Я хочу сказать один момент. Я уже сказала, что матрешка – безопасная игрушка, но вот то, что передо мной игрушки, деткам до 5 лет давать не стоит. Посмотрите, принцип безопасности все-таки должен быть ведущим принципом, когда мы даем ребенку игрушку. Такую матрешечку наш маленький ребенок может засунуть в рот и проглотить. Поэтому вот такие маленькие матрешки нужно давать детям не младше 5 лет. Есть еще одно требование. Когда мы берем матрешку, мы обязательно должны посмотреть, чтобы не было никаких заусениц, никаких сколов. Опять-таки, принцип безопасности должен для нас быть ведущим. И мне бы очень хотелось посоветовать родителям и педагогам брать матрешки в магазинах, там, где есть сертификаты на эти товары, так как нам нужно знать, где росло это дерево. Мы должны быть убеждены в том, что это все будет для ребенка максимально безопасно. Мы должны знать, что краски, которые использовал художник для росписи матрешки, тоже также безопасны. И тем более лаковые покрытия. Ребенок любой, даже 5-летний, 6-летний, не бывает такого, чтобы он не погрыз, не полезал и не отгрыз что-то у матрешки. Поэтому это должно быть очень должно быть безопасно. Дальше. Мы сказали, что ребенку нужно побуждать работать с матрешкой, она должна быть в доступе, но это все-таки дидактическая игрушка. Ребенок один в эту игрушку, эта игрушка играть не будет. Он будет играть ей тогда, когда взрослые будут вместе с ним. Давайте попробуем пофантазировать, как же мы будем способствовать 2-3-летнему ребенку играть в эту игрушку. Итак, он обыгрывает игрушку, кладет спать, укладывает спать, кормит ее, гуляет, дает ей погулять по разным дорожкам. А однажды мы даем нашему малышу матрешку, в которой что-то звучит. Вызываем у ребенка интерес к тому, побуждаем его матрешечку открыть. А там, оказывается, еще одна подружка, еще одна матрешка. Так, у меня матрешки сегодня маленького размера, но маленьким детям с 2 до 3 лет матрешки нужно давать максимально отличающиеся по размеру. Если детки 4-5 лет, то эта разница между матрешками должна увеличиваться. Ребенку 6-7 лет можно уже дать матрешек, в которых разница определяется с трудом. Да, разница минимальная. Итак, положили матрешечку, побуждаем ребенка открыть. Вот здесь я хочу родителей предостеречь от того, когда они начинают подпиливать матрешку, чтобы она легко открывалась. Нет. Вот когда ребенок прикладывает какие-то усилия для того, чтобы открыть эту матрешечку, тогда мы у него и волевые качества воспитываем, и желание все-таки узнать, что там такое интересное, да? Ориентируется ребенок. И
еще один момент. Нам очень интересно увидеть, какая же ведущая рука. Вот с помощью матрешки мы очень легко можем увидеть у ребенка, какая у него ведущая рука, правая или левая. Потому что то, что он совершает, силовые движения, какой рукой, это и будет нам подсказка, какая ведущая рука. Так, игрушки у 2-3-летнего ребенка – это, конечно, игрушки объемные. Мы пока этим деткам не даем плоскостное изображение, потому что, оно им, во-первых, неинтересно, и по возрасту эти детки пока плоскостные изображения с трудом принимают. А вот если наш ребеночек подрос, мы ему можем уже предложить плоскостные изображения матрешки. Посмотрите, какая замечательная игра, когда нужно, нам матрешка начинает рассказывать, какой перед ребенком цвет. Подобрать по цвету игрушку и пирамидку. Сенсорные талоны у ребенка должны быть сформированы к 3 годам. Во всяком случае, 4-то все цвета он должен знать, это однозначно. И вот матрешечка-то нам и помогает научить этому ребенку в игровой форме, для того, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно, и никто бы его не ругал за то, что не знает, где красное, где желтое, где зеленое. Так, дальше пойдем. Размер. Матрешка самый, наверное, главный и самый умный тренажер, на котором мы учим ребенка понимать размер. Я уже об этом говорила. Итак, вначале мы даем одну матрешку, потом подключаем вторую матрешку, которая максимально отличается по размеру. Дальше мы подключаем третью матрешку. И вот здесь мы начинаем играть в такие игры, как расставь матрешек по росту. Начинаем от самой большой к самой маленькой. А если у вас 2 набора матрешек, вы можете провести с ними игру в соревновательной форме. Кто быстрее, вы или ребенок. Если вы вместе с ребенком возьмете лист бумаги, очертите дно каждой матрешки, потом поменяетесь своими матрешками и опять будете подбирать по размеру матрешек в соответствии с тем кружочком, который вы нарисовали, тут мы с вами опять обучаем ребенка и упражняем ребенка в дифференциации по размеру. Замечательная, веселая игра. Опять-таки мы можем более старшим детям 4-5 лет подключить и соревновательный эффект. Что нам еще интересно, когда у нас есть матрешка? У деток к школьному возрасту, к началу школьного обучения должно быть сформировано представление он должен очень хорошо понимать пространственные предлоги «за», «после», «между» и так далее. Но, к сожалению, сегодня очень много деток приходят в школу, у которых эти представления не сформированы или которые сложно осваиваются детьми. А вот наша замечательная матрешка, она нам очень хорошо поможет ребенку объяснить, которая матрешка после первой, перед третьей, между первой и второй, между первой и третьей. И таких игр родители и педагоги, воспитатели могут придумать огромное количество. Замечательная игра «Потеряшка» или «Правила», или «Прятки». Прошу ребенка закрыть глаза, прячу матрешку и спрашиваю, какая матрешка у нас убежала? Она где стояла? После первой матрешки, или до третьей матрешки, или между первой и третьей матрешкой. А если у нас с вами стоит задача автоматизации звуков, для начала возьмем звук шипящий, да? Мы нашим матрешкам даем имена Маша, Даша, Наташа и Саша. Закрою глаза, я спрячу матрешку. Кто спрятался? Спряталась Даша. Закрою глаза. Кто спрятался? Спряталась Саша. Такая простая, веселая игра помогает нам с вами автоматизировать звук «ш». Во что мы еще играем с матрешками? Давайте отправимся дальше. Удивительная игра
когда ребенок на и формирование внимания, и на умение сравнивать, и мыслительные процессы. Смотрите, 3 матрешки, разные по цвету, но ребенок должен определить, кому принадлежит тот красивый значок или красивый узор. Делая простой выбор, мы ребенка обучаем сравнивать и подбирать часть предмета к целому. Давайте еще дальше посмотрим наших матрешек. Замечательная игра, разрезные картинки. Вот здесь мы уже не смотрим на детали, а здесь опять возвращаемся к размеру. Когда ребенок по размеру может подобрать отдельные части, и у него получится целый набор матрешек. Опять-таки ребенок наш молодец. А еще мы здесь можем поиграть в игру «Исправь ошибку». Вначале в эту игру играет взрослый и совершает массу ошибок. Он не смог подобрать нужные половинки к матрешке. И что получилось? А мы обращаемся к ребенку, который с радостью исправит все ошибки взрослого, потому что он-то наверняка знает, как нужно сделать правильно и здорово. И он потом с гордостью скажет взрослому, который сидит около него, что у него-то получилось, а взрослый не смог справиться с такой трудной задачей. Игр с матрешками можно придумать огромное множество. Если мы даже с вами по комнате всех наших матрешек, которые у нас есть, спрячем, и ребенок будет искать этих матрешек, и он не просто будет искать, у нас вот здесь у матрешек у всех одинаковый узор, а сегодня есть масса наборов матрешек, где, ну, положим, набор семья, да, там есть папа, там есть мама, есть детки, есть даже набор матрешек, где есть и бабушка, и дедушка, и тетя, и дядя. И когда ребенок по комнате собирает всех матрешек, собирает вот эту семью, а мы с вами закрепляем какие-то определенные понятия, и мы занимаемся автоматизацией словаря, расширением активного словаря, это тоже получается очень здорово. Так, сегодня есть наборы, мне они очень нравятся. Это наборы сказок. Сказки, все русские народные сказки, довольно известные, тоже составляют из матрешек. И когда ребенок садится и с помощью матрешки начинает нам пересказывать знакомую сказку, мы с вами опять-таки работаем на развитии речи, что сегодня является очень актуальным. Ребенок рассказывает знакомую сказку, и вот такая замечательная игрушка, ну, там должен быть кто-то и медведь, и зайцы, и кто угодно, и лиса, и колобок, и все, что... Все наши известные герои народных сказок, они помогают ребенку рассказать сказку правильно. Потому что размер каждого героя подсказывает ребенку, о ком сейчас он будет говорить. Если это сказка «Колобок», то, естественно, бабушка и дедушка, и потом по размеру они будут помогать ребенку пересказывать сказку. Как еще на матрешку. Опять-таки возвращаемся к вопросам безопасности. Можно, да? Дальше мы идем. Вот посмотрите, сидят наши такие замечательные детки, и у них матрешки. Вот то, что держит девочка матрешку, это матрешка для деток более младшего возраста. Чем вообще есть правило, чем младше ребенок, тем больше предмет. Во-первых, опять-таки ребенок не возьмет такой предмет в рот. Во-вторых, у деток мелкая моторика развита еще недостаточно, поэтому удерживать в руках более крупный предмет, более крупную матрешку малышу до 3 лет интересно. Он с этой матрешкой может опять-таки обыгрывать различные действия, использовать матрешку как куклу и играть в те игры, про которые мы с вами говорили. А вот то, что держит матрешку мальчик, это матрешка уже для более старших детей. Это детки 4-5 лет. Ну а вот то, что у меня на столе матрешки, это матрешки для 6-7-летних детей. Да. А теперь посмотрите, а если у нас ребенку 6-7 лет, и у нас перед нами стоит огромная, любимая родителями задача научить ребенка читать. А если мы в каждую матрешку положим по буковке, да?
И ребенок будет доставать из матрешки нужную букву, выкладывать эти буквы по порядку, по росту матрешек, мы с вами можем прочитать, составить и прочитать любое, даже очень трудное слово, которое не получалось до этого у ребенка сделать. То есть придумать игры с матрешками – это творческая задача взрослых людей. Еще раз. Наверное, несколько правил. Первое – это безопасность игрушки. Второе – матрешка – это дидактическая игрушка, развивающая, обучающая игрушка. Ребенок один играть с ней не будет. С ним он будет играть, когда он взаимодействует со взрослым. Потому что ведущая роль здесь у взрослого. И ребенок может играть в матрешку сколько угодно долго, так, как вам надо. Меняйте просто игры, меняйте задачи. Вот такая замечательная дидактическая игрушка, на которой можно много игр придумать. Начинается все с самого простого. Начинаем обучать ребенка с одной матрешки. Потом подключаем вторую матрешку. Вначале мы ее просто открываем и закрываем. Потом мы начинаем уже складывать. Я хочу сказать, когда на диагностическом обследовании даешь ребенку матрешку, он начинает его с этой действовать. Он может совершать любые действия. Он и так может сложить. Он и может так сложить. У него не получилось, он начинает пытаться. Я хочу сказать, из моего опыта взаимодействия со взрослыми, с родителями, родитель начинает нервничать, родитель начинает обижаться на ребенка, что у него не получается. Во-первых, если нас всех посадить впервые за руль, мы не все с этим справимся сразу. Но если ребенок, когда он действует с матрешкой, начинает методом проб и ошибок находить правильное решение, это должно только радовать родителей. Даже многократно, много раз повторить действие. Не надо на него обижаться, не надо на него кричать, что он невнимательный, что он все умеет и почему-то не хочет это делать сейчас. Но если ребенок в результате своих многочисленных действий все-таки приходит к решению, как этот вопрос с матрешкой решить, ура, ребенок у нас очень умный. И мы посмотрели и увидели, что у него достаточно сила воли сформирована, и он дойдет до конца и достоин только похвалы. И даже если с первого раза у него не получится, все равно его надо похвалить. Игрушка нужная, игрушка полезная, но это очень сложное задание для ребенка. Так, мне бы очень хотелось, чтобы сегодня в каждом доме было несколько наборов матрешек. Самые классические матрешки, матрешки, которые сюжетные, которые показывают сказку или какие-то сюжеты, матрешки, набор матрешек «Семья», где вы будете знакомить ребенка с взаимодействием всех членов семьи, кто что делает. Вот это огромный потенциал для того, чтобы наращивать у ребенка активный словарь. Так, и мы дальше идем. Да, сегодня по матрешкам, спасибо. Сегодня о матрешках есть очень много материала, очень интересного. Может быть, мы не столько много раскрыли информацию по истории игрушки, а эту информацию вы можете опять-таки найти вместе с ребенком. Ему будет очень интересно узнать, как вот такая замечательная русская народная игрушка на сегодняшний день, мы считаем, пришла к нам из Японии, из далекой страны для нас Японии. Я хочу пожелать всем родителям, всем воспитателям, даже учителям начальных классов использовать в своей работе матрешку и проявлять творчество в придумывании игрушек. Спасибо.